Мэр Сухума Беслан Ишпа хотел из первых уст узнать о ситуации в школах в связи с пандемией, о том, как проходит образовательный процесс. Он поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметил, что в это сложное время учителя проводят большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Хочу от души вас поздравить с профессиональным праздником Днем Учителя, который прошел вчера. В это сложное время вы делаете большую работу, мы все это понимаем, понимает это руководство. Поэтому вот сегодня попросили вас собраться в таком составе, чтобы обсудить, как нам дальше быть, как работать и что можно еще сделать в образовательной системе для того, чтобы, как говорится, сохранить то, что у нас есть, и дальше развивать. Начальник управления образования администрации Сухума Станда Таркила отметила, что каждый день мониторится ситуация в школах, руководители дают информацию. В этом году администрация города выделила дополнительные средства для увеличения штатных единиц в школах. А Станда Таркила отметила, что благодаря этому во многих школах удалось укомплектовать классы по нормам. Даже в больших школах, где всегда у нас за 27 лет шла борьба по укомплектованию первых классов по нормам, то я считаю, что в этом году у нас это действительно получилось. Увеличили за счет администрации, то, что вы нам дали возможность увеличить штаты и так далее. 8 классов мы увеличили за счет того, что мы разделили параллели. Руководители школ дали информацию по посещаемости. Они отметили, что в общеобразовательных учреждениях соблюдаются все меры предосторожности. Регулярно проветриваются классы, но есть родители, которые боятся отпускать детей в школу. По словам руководителей школ, больше пропускают старшеклассники. Учителя говорят, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, заставлять родителей пускать детей в школу они не вправе. В основном в сухумских школах нет больных ковидом детей. Были случаи заболеваний учащихся или их родителей, но это происходило вне школы. Порой сложно бывает с родителями работать, потому что у некоторых паника. Некоторым, мне кажется, может, сами эту панику разводят, но приходится с ними общаться, объяснять им и так далее. Из всех детей у нас заболело ковидом 3 детишек, но они не в школе заразились, они заболели дома, потому что мама и папа у них заболели. Они на карантине, классы тоже были на самоизоляции, уже вышли эти классы, нормально все. Ни один педагог у нас не болел, техперсонал не болел. Всего лишь одна родительница приболела, это было 3 недели назад, ее сын на самоизоляцию в школу не ходит. Директора школ считают нежелательным объявление карантина. По их словам, с трудом в течение месяца привыкали к сокращенным урокам. В старших классах они длятся 35 минут, а в младших – 30. Самих школьников трудно было усадить за парты после месяцев ограничительных мер. Здравствуйте, дети! До свидания, дети! Урок закончился. Это очень тяжело было, этот сентябрь. Мы только адаптировались, мы только что-то успеваем за урок. И объяснить, и спросить, и опять отправить, мы получим необразованную нацию. Нам это надо. Все учителя против закрытия школы, потому что в течение месяца работая, очень сложно было в начале года усадить детей, привести в порядок, приучить их к тому, чтобы домашнее задание не выполняли. Вот, поэтому, я думаю, будем идти так, как мы идем, работая на сегодняшний день. Такого же мнения придерживается главный специалист управления образования Марина Аршпа. Она считает, что детей в школе научат не бояться таких ситуаций, как сейчас происходит с коронавирусом. Школы закрывать нельзя. Нельзя на карантин закрывать, потому что дети наши привыкнут не работать. Если они будут приходить в школу, мы их научим и не бояться. Мы их научим противостоять вот таким вот ситуациям. Мэр Сухума Беслан Ишпа поблагодарил руководителей школ за проявление высокой ответственности за будущее поколение. Он отметил, что при принятии решений руководство страны будет принимать во внимание мнение педагогов. Хочу вас всех поблагодарить за такую позицию, за проявление высокой ответственности за будущее поколение нашей страны. Детей надо спасать. Имея такие большие люфты во времени, когда не проводились никакие занятия, и сейчас тоже обрывать этот процесс, с точки зрения образования, я понимаю, что этого делать нельзя. Как поступать сейчас? Дождаться каникул
и не закрывать школы, а дальше покажет, да. То если вы согласны все с этим решением, я с таким предложением буду докладывать премьер-министру, президенту о том, что по городу Сухум руководители школ контролируют ситуацию, и на сегодняшний день нет острой, так скажем, необходимости закрывать школы. На встрече было отмечено, что ситуация в школах будет отслеживаться ежедневно и по ней будут приниматься соответствующие решения. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум.